Здравствуйте! В эфире телеканала «Итоги дня», в студии Надежда Саханская. Коротко о главных событиях. Проекты, программы и планы действий по улучшению качества жизни населения. В Якутске завершилась стратегическая сессия по разработке плана развития республики до 30 года. Когда нужны усидчивость и определенный склад ума. Сегодня в России отмечается День работников следственных органов Министерства внутренних дел. Практично, экологично, инновационно. Аспиранты СВФУ разработали солнечные электростанции для охотников и рыбаков. В школах Якутска продолжается прием заявлений на поступление в первые классы. На сегодняшний день поступило 5474 заявки. Необычный кинотеатр под открытым небом организовала молодежь города Ленска. На киносеансе на крыше многоэтажного дома побывала и наша съемочная группа. В Якутске завершилась стратегическая сессия по разработке плана развития республики до 30 года. Были разработаны и представлены проекты, программы, планы действий по улучшению качества жизни населения, которые в дальнейшем смогут войти в будущий указ главы республики. Участники были разделены на 7 разных направлений: занятость и трудовые доходы, меры поддержки отдельных категорий граждан, цифровизация, меры защиты детства, поддержка старшего поколения, комплексная реабилитация, специальная инфраструктура и меры поддержки участников СВО, а также стимулирование и поддержка соцработников. По окончании мероприятия были приняты многие проекты и предложения, целью которых является повышение доходов и улучшение социального благополучия населения республики. Обсуждали, какие у нас есть новые предложения, которые могут способствовать повышению качества жизни в нашей республике. И наше предложение сегодня уже в завершении заслушал глава республики Айсен Сергеевич Николаев. И по большинству вопросов он поддержал. Сегодня будем уже готовиться к реализации новых форм работы и новых перспектив в нашей деятельности. Отопительный сезон в Якутии стартует 8 августа в Алайховском Улусе и далее по всей республике. На сегодняшний день более 60% работ по ремонту объектов коммунального хозяйства завершены. Об этом на встрече с главой республики Айсеном Николаевым доложил директор ГУП ЖКХ Якутии Виталий Чикачев. Также компания ведет строительство 5 объектов водоочистных сооружений по программе «Чистая вода». 3 из них в Алекминске, а также в селах Хамга и Алтанцы будут введены в эксплуатацию уже в этом году. Также до конца года введут 6 новых котельных, которые строятся на средства Фонда национального благосостояния. В Якутске до конца октября завершат подготовку нового мусорного полигона. Говорили и о восстановительных работах в городе Кировская Донецкой Народной Республики. В этом году большое количество объектов идет, 28 объектов. 80% из них уже восстановлены, отремонтированы. И осталось у нас благоустройство школы номер 2, система отопления в школе номер 1 и строительство детской спортивной площадки. Поэтому такую информацию довел. Айсен Сергеевич порекомендовал на личном контроле держать все проекты, связанные с нацпроектами. Особый противопожарный режим продолжает действовать на территории республики. В ходе заседания оперативного штаба отмечено, что на территории региона действует 25 лесных пожаров, из них обслуживаются 20. Всего на тушении работают 746 человек и 8 единиц техники. За прошедшие сутки ликвидировано 10 пожаров на площади около 27 тысяч гектаров. Авиапатрулирование по всей Якутии продолжается. За сутки применялись 18 воздушных судов на авиапатрулирование и 8 воздушных судов на тушение пожара. И также работал самолет Як-40 Росгидромета, который работал по Тампонскому району. Сегодня федеральный штаб проходил. Замечание части республики сделано по наращиванию сил, что и будет выполняться. Сегодня в России отмечается День работников следственных органов Министерства внутренних дел. Одновременно у каждого следователя в работе может находиться по несколько уголовных дел, и их главная задача – собрать доказательную базу и довести дело до суда. Подробнее о работе следователей расскажем в следующем сюжете. Следственный отдел 3-го отделения полиции в Якутске считается одним из лучших в столице по результатам работы.
В отделе трудится 10 следователей с 8 утра до глубокого вечера. Степан Полетинский прошел все ступени работы. Пришел в отдел в 2012 году следователем, а через 9 лет службы был назначен на должность начальника. По моему мнению, допустим, следователь должен быть не только юридически образованным, да? У следователя должны быть таланты как немножечко психолог, настойчивый должен быть, потому что все-таки следователь работает с разными типами людей. Сотрудники органов следствия МВД расследуют дела уголовной направленности, большинство из которых это кражи, а также грабежи, разбой, преступления против личности. Еля Филиппова пришла в следственный отдел еще студенткой проходить практику. После защиты диплома вернулась в отдел уже на постоянную работу следователем. Выехав на место совершения преступления, мы, соответственно, сначала беседуем, отбираем объяснение, устное или оно письменное, чаще всего письменное объяснение с очевидцев, также заявителя, и приступаем к осмотру места происшествия. Осмотр места происшествия проводится старшим следственно-оперативной группы, соответственно, если это мой выезд, я старший следственно-оперативной группы. Проводя осмотр места происшествия, чаще всего с участием специалиста, вернее. А потом начинается кабинетная работа. Рабочий день у следователя ненормированный. Придя в 8 утра в кабинет, многие уходят домой в 10 или в 11 часов вечера. У каждого из них в разработке по десятку, а то и по 2 десятка дел. Но многие из них никогда не променяют свою профессию на какую-либо другую. Потому что считают, что следователь – это не просто профессия. Следователь – это призвание. Александр Хавренко, Владимир Павлов, Якутск. Пограничники изъяли у браконьеров из тайника в Хабаровском крае 1,5 тонны бивней мамонта. Стоимость артефактов оценили в более чем 50 миллионов рублей. Бивни, упакованные в полипропиленовые мешки, были обнаружены в тайнике под деревянным полом нежилого помещения. Проводится разбирательство, по результатам которого будет принято процессуальное решение. В Якутии начал таять самый большой кратер вечной мерзлоты в мире. По прогнозам ученых, каждый год он будет расширяться на 5-10 метров. Триггером к развитию впадины стала активная вырубка леса, в частности дороги, которая вела к ним, объясняют ученые. Кратер Батагайка – это постоянно растущая термокарстовая впадина диаметром в 1 километр и глубиной до 100 метров, расположенная в Верхоянском районе возле поселка Батагай. Якутские врачи продолжают работу в военных госпиталях страны. На сегодняшний день бригада под руководством главного врача Хангаласской центральной больницы Артура Протодьяконова трудится в Южном федеральном округе. Опытные хирурги, травматологи, анестезиологи, а также медицинская сестра помогают раненым бойцам и делают операции. Кроме этого, в республике продолжается работа по реабилитации демобилизованных бойцов и их родственников. Поставленными задачами коллеги справляются, отзывы очень положительные, и, собственно, наши коллеги работают очень хорошо. То, что касается медицинской помощи непосредственно в республике, согласно установленной маршрутизации, демобилизованные участники специальной военной операции по приезду обращаются в поликлинику по месту жительства, и прикрепление может позвонить на горячую линию 122, где для него все разъяснения дадут и могут сказать об индивидуальном маршруте оказания медицинской помощи. Самосвалы карьера юбилейные не простаивают в ремонте. Специалисты ремонтно-специализированного цеха Айхальского комбината стараются в кратчайшие сроки обслужить и отремонтировать технику, чтобы избежать простоя. Необходимые детали производят на месте работники участка изготовления запасных частей. Как буксирует БелАЗ на ремонт и какие детали производят, узнаем в следующем сюжете. Проезжающий мимо карьерный самосвал для работников северных площадок «Алроса» – дело привычное. Но застать буксировку БелАЗа соразмерной машиной – большая редкость. Дмитрию Солянникову, сотруднику Центра сервисного обслуживания Айхальского комбината, к буксировке горной техники не привыкать. Ведь даже многотонную машину порой нужно доставить в ремонтный бокс для обслуживания. Поломки разные бывают. Начиная от пробоя колес и кончая ремонтом ДВС. Тут спланировать, конкретно сказать, какая машина сойдет, с чем нет возможности. Работа мне нравится, суета, движение, работа с людьми.
Это в первую очередь как бы коллектив у нас дружный, слаженный. Чтобы починить самосвал, далеко ехать не нужно. Ремонтный бокс находится неподалеку от карьера «Юбилейный». Сотрудники работают слаженно, как единый механизм. Технику стараются обслужить и отремонтировать в кратчайшие сроки, чтобы избежать простоя. Часть запасных частей изготавливают и восстанавливают на соседнем участке токари, кузнецы, резчики, фрезеровщики и слесари. Благодаря их работе время простоя техники в ремонте по причине ожидания запасных частей минимизируется. Выполняем изготовление деталей абсолютно на любую технику, так как участок оснащен универсальным парком станочным, позволяет себе выполнить практически любые операции, и поэтому детали используются и как для автосамосвалов, и большегрузных, и для транспорта общего назначения, и карьерная техника, и обогатительная, и также и шахтное оборудование. Участок обслуживает 5 цехов Айхальского ГОКа. Специалисты изготавливают пальцы сочленения для самосвалов, метизы и другие запчасти. Занимаются реставрацией деталей. На участке работают 24 специалиста, а нужно еще больше. В комбинате готовы обучить и принять в штат новых сотрудников. Мы нуждаемся в молодых специалистах, мы готовы оказать любое содействие, обучить, показать, рассказать с целью привлечения наших молодых коллег-специалистов для дальнейшего развития компетентности как ремонтно-специализированного цеха, так и в общем компании «Алроса». Стать частью коллектива и помогать в ремонте многотонных машин или изготавливать для них запчасти можно, обратившись в Айхальский комбинат в Центр подбора персонала. Вадим Ахмадуллин, Александр Еремин, медиакомпания «Алмазный край». Практично, экологично, инновационно аспиранты СВФУ получили грант на реализацию своих проектов. По итогам третьей очереди конкурса «Студенческий стартап» федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства» грант на развитие своих бизнес-идей выиграли 1235 представителей российских вузов, в том числе аспиранты Северо-Восточного федерального университета. Подробности далее. Николай Местников вместе со своим руководителем Павлом Васильевым разработал проект мобильной электростанции, преобразовывающей солнечное излучение в электроэнергию. Она состоит из солнечных панелей, контроллеров, аккумуляторов и инверторов. По словам разработчика, станция способна питать светодиодную лампу в течение 6 часов, а радио и телевизор в течение 3 и 1 часа соответственно. Здесь был применен собственный запатентованный метод размещения солнечных панелей в виде буквы «С», имитирующей движение Солнца. Солнечные панели состоят из этих фотоэлементов, которые напоминают форму прямоугольника. Фотоэлементы называются такие штуки, которые преобразуют энергию излучения от Солнца в электрическую энергию. Таким образом, мы превращаем солнечное излучение в электроэнергию. Подключение производится с помощью контроллера заряда. Здесь у нас 2 вывода, плюс и минус, фаза 0. Фазу можем сразу определить по цвету данной кабели. И, конечно же, мы применяем еще аккумуляторы. Николай занимается научной деятельностью с 2014 года, а в настоящее время является аспирантом 4-го курса Северо-Восточного федерального университета. Его больше всего интересует тема получения энергии на основе возобновляемых источников энергии. За спиной у увлеченного наукой молодого человека уже немало проектов, которые уже получили гранты и были реализованы. 143 научные статьи, в том числе 15 учебных пособий для студентов, 2 монографии. Учебные пособия направлены для того, чтобы облегчить жизнь студентов, чтобы не нагружать их теоретическими знаниями, сложными терминами, понятиями, чтобы их облегчить с применением в том числе цифровых систем. Приложение YouTube, будь это Zoom и так далее. И с применением, конечно, QR-кодов, чтобы они сразу навели телефон, камеру, и чтобы сразу нашли нужный источник, открывая учебное пособие. Впереди у Николая еще много работы. Проект должен быть реализован в течение года на сумму полученного гранта. Тогда мобильная станция обеспечит электричеством охотников, рыбаков и малые геолого-разведочные группы. Наталья Николаева, Павел Пахомов, Якутск. Ну а в школах Якутска продолжается прием заявлений на поступление в первые классы. На сегодняшний день поступило уже почти 5500 заявок. О том, как идет приемная кампания в этом году, узнавала Мария Кардашевская. Сегодня в столице Якутии 51 школа принимает детей в первый класс. Для комфортного пребывания первоклассников в учебной среде организовано 5814 мест на 191 класс. Из них 39 классов предусмотрены с родным языком обучения. На сегодняшний день поступило уже 5474 заявления.
В случае, если поступивших заявлений будет больше, уже в некоторых школах уже открываются дополнительные классы, а также увеличивается наполняемость самих классов, например, с 28 до 30, в зависимости от площадей кабинетов классов. В соответствии с анпинами они рассматриваются и, соответственно, увеличиваются для открытия дополнительных мест в первые классы. Традиционно в первые классы принимаются дети в возрасте от 6,5 до 8 лет. По желанию родителей ребенка могут принять в более раннем или в более позднем возрасте. Для этого законным представителям необходимо обратиться с заявлением в Управление образования окружной администрации города Якутска. Вместе с тем, поход в школу – это не только радостное волнение, но и порой стресс. Психологи Республиканского методического центра психолого-педагогического сопровождения работают с более чем 1000 психологов по всей республике и помогают в подготовке будущих первоклассников. В первую очередь они рекомендуют повысить социальную активность ребенка, а также поработать над его самостоятельностью. Главное, ребенку надо понять, что он развивается, взрослеет. Нужно постараться, чтобы ребенок привыкал работать самостоятельно. Он не должен требовать постоянного внимания со стороны взрослого, или поощрения, ведь в школе учитель не сможет уделить внимание каждому ребенку одинаково. Поход в садик или в первый класс считается нормативным кризисом, и не стоит его бояться. Если в этот момент родители будут рядом со своими детьми и проявят терпение, адаптация пройдет безболезненно и успешно. Прием заявлений для поступления в первый класс будет продолжаться вплоть до 5 сентября. Подать их можно через портал госуслуг, либо обратиться в саму школу. Мария Кардашевская, Павел Пахомов, Якутск. «Моя профессия IT» – полюбившийся многим якутянам конкурс. Он проходит в республике ежегодно с 2016 года. В этом году конкурс выходит на федеральный уровень. Им уже заинтересовались более 10 субъектов страны. Первым шагом к масштабированию стало обучение региональных операторов в Москве. Тему продолжит Айсена Бурнашова. У команды Калининградской области «Мозговой штурм» думают, как поддержать молодых айтишников в регионе. Просим включить призеров и победителей хакатона в губернаторскую стипендию. В это время сборная Новосибирска уже вносит последние штрихи в проект массового хакатона в Сибири. Скорее всего, для нас это не будет явной проблемой. Плюс, если это тест в IT первичный какой-то. Так бойко стартовал первый день образовательной программы. 14 команд генерят идеи, создают пилотные проекты по запуску конкурса «Моя профессия IT» в своем регионе. Задача 3 дней, а именно столько будет идти обучение, создать дорожную карту. Результатом этой самой 3-дневной образовательной программы будет заявка региональной команды на то, какого масштаба пилота они собираются запустить. Ну и я надеюсь, что они нарисуют дорожную карту года на 3 приблизительно, чтобы было понятно, куда они пойдут дальше. «Моя профессия IT» не просто конкурс, а целый набор инструментов по развитию диджитал-сферы в регионе. 8 лет конкурс проходил в Якутии, открыл дорогу 17 тысячам программистов. Сегодня этот опыт перенимают регионы страны. По результатам этого мероприятия 9 субъектов Российской Федерации получат именно полное информационное методическое сопровождение с выездом в регион. А остальные регионы получат возможность дистанционно уже при сопровождении могут провести свое мероприятие. После обучения все команды в течение 2 недель начнут подготовку отборочных этапов у себя в регионах. Сам старт конкурса намечен на сентябрь этого года. Финал состоится в ноябре. Кстати, партнеры конкурса, крупные IT-компании страны, готовы рассмотреть финалистов и победителей в качестве своих сотрудников. Так что ставки моей профессии IT повышаются с каждым днем. Мы, конечно же, болеем за отрасль, за ее развитие. Соответственно, это яркая возможность помочь развиваться отрасли. Талантливым ребятам им нужно давать шанс. И поэтому, конечно, мы готовы рассматривать на работу тех участников, которые звездочки, которые проявят себя. Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Москва.
Не только база для творческого потенциала креативной молодежи, но еще и точка притяжения всех любителей чтения. В столичном квартале труда открылся новый филиал смарт-библиотеки. Здесь доступны как традиционные бумажные переплеты, так и книги в электронном формате. Причем при составлении каталога учитывали пожелания резидентов. Большое число литературы в филиале посвящено современным технологиям, дизайну, 3D-моделированию и прочим современным направлениям. Помимо этого, у всех посетителей есть доступ к образовательным программам и различным государственным услугам. Среди них, например, оформление пушкинской карты. Ну а сам дизайн библиотеки сочетает в себе традиционные элементы и автоматизированное пространство. Это креативный кластер, единственный и уникальный на Дальнем Востоке. И, соответственно, и проекты, которые мы будем реализовывать на базе этой площадки, они будут примерно такой же и направленности, скажем так. У нас полки, как вы видите, еще не полностью заполнены, но мы над этим работаем. И, конечно, мы будем обновлять здесь литературу. У нас очень хорошая система, единый читательский билет. То есть вы можете зарегистрироваться в одной библиотеке, и при этом вы можете получать услуги сразу всех филиалов. То есть можно с этим же билетом подойти в абсолютно любой филиал, и вам не надо будет регистрироваться заново. Тем временем на горнолыжной базе «Алмазная долина» в Мирном впервые открыли летний сезон. Мирнинцы могут покататься на тюбинге, взять в аренду велосипеды, беседки, мангалы, а также поучаствовать в различных мероприятиях. Наши коллеги узнали, как мирнинцы провели выходные на горнолыжной базе. Поболеть за старшего брата, пока он на скорость спускается с тюбингом. Любимое зимнее развлечение детей на горнолыжной базе «Алмазная долина» теперь доступно и летом. Семьи сотрудников «Алроса» оценили новые аттракционы на веселых стартах. Впервые сегодня увидели вот это все обновление, очень довольны. Дети уже успели все опробовать, покататься. Прям очень хорошо сделали апгрейд, что летом и зимой можно тут от души отдохнуть всей семьей. Соревновались 3 семьи работников «Алроса». Это Докучаевы, Титовы и Чуть-ды. Мама, папа и ребенок на скорость спускались с горки, катались на велосипедах, преодолевали препятствия. Также для них провели интеллектуальный конкурс. Веселые старты – это одно из многих мероприятий, которые культурно-спортивный комплекс запланировал летом на горнолыжной базе. В этом году на горнолыжной базе «Алмазная долина» впервые открыли летний сезон. Здесь можно поиграть на детской площадке, покататься на велосипедах, либо на летнем тюбинге. Помимо развлечений, базу украсили деревянные скульптуры якутского батура, духов земли и животных. Фигуры в начале июня вырезали 8 мастеров из Мирного, Якутской и Московской области. На базе желающие также могут взять в аренду беседки, мангалы. Будем стараться каждые выходные, конечно, может быть нет, но будем проводить подобные соревнования. Хотим провести велосипеды еще по соревнованиям, чтобы люди посещали нашу базу. К концу лета на горнолыжной базе планируют открыть летнее кафе и установить дополнительные беседки для посетителей. Анна Винокурова, Кирилл Шолохов, медиакомпания «Алмазный край». Необычный кинотеатр под открытым небом организовала молодежь Ленска. Но их задача не просто хорошо провести время. Они преследуют и другие цели – патриотическое воспитание молодого поколения. На киносеансе на крыше многоэтажного дома побывала и наша съемочная группа. Белые северные ночи, месяц, крыша и просмотр фильма. Такое мероприятие решила провести молодежь Ленска впервые. Для демонстрации выбрали отечественное кино «А зори здесь тихие». Хоть этот фильм видели многие, но решили посмотреть еще раз для поддержания патриотического духа. Креативный досуг – находка Совета молодежи одного из ведущих предприятий города. Мы организовали просмотр фильма «Под открытым небом». Это у нас в Ленске впервые. По итогу мы хотим получить результат от сегодняшнего мероприятия и проводить это, возможно, чаще, каждый год. Наше мероприятие получило отклик, и по итогу сегодня пришло около 15 человек. Эффект, как и предполагалось, положительный и от фильма, и от антуража. Помимо кинокартины, зрителям открылись прекрасные картины родного города с 30-метровой высоты. Хорошее впечатление. На работе поступило предложение посмотреть фильм на крыше. Я сразу согласился провести время с коллективом и просто хорошо провести время. Еще здесь на крыше очень хороший вид. Если сами можете посмотреть, очень нравится. Очень хорошая идея.
А в завершении просмотра фильма «Под открытым небом» словно по заказу участники наблюдали салют с высоты птичьего полета. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. К этому часу это вся информация. До встречи в эфире.